Добрый день. Цикл мини-лекций о фронтовиках-писателях мы начнем с творчества Владимира Богомолова. Итак, Владимир Осипович Богомолов. Годы его жизни 1924-2003. С началом Великой Отечественной войны он пошел добровольцем в Московский противопожарный полк МПВО в Филях. С июля по октябрь учился в полковой школе младших командиров, отсюда и попал на фронт. По другим данным, с ноября 1941 года по апрель 1942 он был командиром отделения разведки одной из воздушно-десантных бригад. То есть военная разведка. С сентября 1944 из войсковой разведки он переходит в органы контрразведки. Богомолов прошел Подмосковье, Украину, Северный Кавказ, Польшу, Германию. В мае 1945 года война для него не кончилась. Он воевал в Манчжурии, участвовал в операциях по ликвидации бандитизма на Камчатке и на Сахалине, уволился в запас в конце 1949 года. Награжден 7 боевыми наградами, в том числе 4 боевыми орденами. Писательским дебютом стала повесть Богомолова «Иван» 1957 года, повесть, сделавшая Богомолова знаменитым. Этой знаменитости добавил фильм Андрея Тарковского, его первый полнометражный фильм, который был снят по мотивам повести. Это фильм «Иваново детство». Потом появились рассказы «Первая любовь» 1958 год, повесть «Зося» 1963 год, роман «В августе 1944-го» или «Момент истины» 1974 год. По сути, это один из лучших романов о Великой Отечественной войне. И есть, кстати, фильм, прекрасный фильм Михаила Пташука, который так и называется, «В августе 1944-го», снятый в 2000 году. В последние годы Богомолов работал над романом «Жизнь моя, или ты приснилась мне». 2 главы из этого романа опубликованы как самостоятельное произведение. Это повесть «В Кригере» 1993 года и рассказ «Вечер в Левендорфе» 1998. Лучших героев Богомолова, таких как лейтенант Гальцев из повести «Иван» или Михаил Ерофеев из повести «Зося», отличает человечность и умение глубоко и тонко чувствовать. И автор показывает, что война с ее смертями, жестокостью и грубостью не в силах опустошить человека, не в силах заставить человека забыть о том, что он человек. И показывая трагизм войны, Богомолов все-таки всегда говорит еще и вот об этой человечности. Подробнее остановимся на повести «Иван» Владимира Богомолова. Это повесть о мальчике, 11-летнем Иване, но это уже не ребенок. Он взрослее многих окружающих его офицеров, и поэтому он Иван, а не Ваня. И тут можно провести параллель с героем повести «Иван» и героем знаменитой повести Валентина Катаева «Сын полка». Вот там как раз Ваня Солнцев, герой, именно Ваня. А здесь перед нами Иван. И лейтенант Гальцев, который за свою жизнь фронтовую видел многое, он был поражен встречей с этим мальчиком. Он был совсем еще ребенок, узкоплечий, с тонкими ногами и руками, на вид не более 10-11 лет, хотя по лицу угрюмому, не по-детски сосредоточенному, с морщинками на выпуклом лбу, ему можно было бы дать, пожалуй, все 13. И вот этот худенький, посиневший от холода мальчишка, он действительно казался намного старше в его лице, в его выражении, в морщинах на лице, которые уже были, вот это ощущалось. Мальчик-разведчик, он уходит в тыл врага собирать данные, он постоянно рискует жизнью. И Богомолов мог бы развернуть такую вот приключенческую историю, показать нам, как собирает данные Иван, потому что он сам прекрасно знал это все, он в разведке служил. Но он этого не делает сознательно. Для него главное показать мальчика и показать трагедию войны сквозь призму героя. Иван уже не ребенок, он принадлежит миру ненависти, миру мщения, он ни о чем другом думать не может.
Он не хочет уходить из полка. Он несколько раз сбегает, когда его направляют в Суворовское училище. И он продолжает собирать разведданные, когда он вот в очередной раз тоже, да, уже сбежал и потерялся. И повесть как раз о бесчеловечности войны, о том, что на войне детям не место. И вот этот общечеловеческий пафос усиливается еще тем, что ведется повествование от лица лейтенанта Гальцева. А Гальцев человек очень добрый и внимательный, и смотрит он так на мир и на Ивана. У Гальцева чувствительная душа, и Гальцев так и не смог привыкнуть за время войны к жестокости и смерти. И вот этот добрый человечный взгляд как бы наблюдает за Иваном, и именно Гальцев узнает о том, что произошло с Иваном, когда уже спустя некоторое время он находится в Берлине и находят среди документов, брошенных немцами, дело, случайно ему бросается в глаза, дело Ивана Буслова, и он узнает, что мальчик был обнаружен на территории врага и был расстрелян, потому что он никак не отвечал на вопросы о том, кто он, что он здесь делает. И вот эта вот его смерть, она еще одно, да, звено в цепи вот этих вот изображений трагической войны у Богомолова. Повесть «Зося», которая, казалось бы, другая тональность, в ней нет непосредственно войны, нет боев, но война еще продолжается, и батарея стоит в маленькой польской деревушке Новый Двор, и герой Михаил влюбляется в Зосю, хозяйку, дочку хозяйки, и перед нами такой очень чистый, мечтательный юноша, который читает Есенина вслух, который восхищается тем, что видит вокруг, садом этим прекрасным с яблоками. И его друг, командир батальона, которого Михаил называет попросту Витькой, считает Мишку очень сентиментальным, постоянно дразнит его за это, говорит о гнилом сентиментализме. И вот этот Витька Байков, Виктор Байков, он очень смел, решителен, но ему не хватает вот того, что есть в Ерофееве, ему не хватает вот этой человечности. И, конечно, мы уже говорили, да, что вот близки очень Богомолову вот такие герои, как Гальцев, как Ерофеев, потому что они способны на абсолютно искренние нежные чувства. И вот не случайно, да, там Ерофеев влюбляется в Зосю и переживает эту свою первую любовь и боится признаться, боится вообще подойти к девушке. То есть война, которая не сделала его жестоким и жестким. Хотя, повторяю, Богомолов ни на минуту не забывает о трагизме войны. Там будет сцена, когда Михаил, а он начальник штаба, вот он заполняет кучу разных документов, в том числе похоронки. Но за этими фамилиями он видит реальных живых людей, которых знал и любил. И насколько тяжело ему заполнять эти похоронки, он пытается это сделать каким-то не совсем казенным языком, более человечным. И так говорит: «Я вижу мысленно всю Россию, где в каждой второй или третьей семье кто-нибудь не вернулся. Но очень важно, что все-таки война не ожесточила его». Да? Вот какие герои дороги прежде всего Владимиру Богомолову.